Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. С 21 по 25 октября во всех школах республики проводится неделя абхазского языка. В ее рамках организовываются различные творческие вечера на родном языке и проводятся конкурсы среди учащихся. Ставшее уже традиционным мероприятие проходит при поддержке Министерства образования. Наша съемочная группа побывала в 10 и 5 школах города Сухум. Репортаж Сарии Кварцхелия. Родной язык – самая большая ценность народа. Нить, прочно связывающая настоящее и будущее многих поколений в одно великое историческое целое. Сегодня делается немало для сохранения и развития абхазского языка. Это очень большая и трудоемкая работа, цели и задачи, которые отражены в государственной программе. Прививая детям любовь к родному языку, воспитывая их в духе Апсура, уже по сложившейся традиции ежегодно во всех школах республики проводят неделю абхазского языка. Первой мы посетили Сухумскую 10-ю среднюю школу, где прошла торжественная линейка. Учащиеся младших и старших классов в национальной одежде украсили двор школы. Открывая линейку, заместитель директора по воспитательной части Инга Канжари отметила, что в эпоху глобализации вопрос сохранения национальной культуры становится все более актуальным. Одежда – это неотъемлемая часть культуры, подчеркивающая творчество народа и его эстетическое предпочтение. Уишак нагаха, ицкяшке, ичканы, иснаг ашцаще, якумшес, ижлар шиныцбос. Абстазара и выпшим атагылазашек и рубши шамата иснаг, ирхьяны растагнахан абсва. С 21 октября в 10-й школе было проведено немало интересных внеклассных мероприятий, разных конкурсов, и все это в рамках недели абхазского языка. Ихал, ипшзу, и куншишу, зыда психо икам, и нырабхедзу, сбысша, саразы гладуру, сан агараша зваздылгас, сабду, и лак, кобысшас ирму, варауда, психо савам. Обжессера хопа хаха, сышха кварантила штуб, и нижно без шагах со схачем, со сбысша марёпила суп. Сарас гузыхан, сарас гузыком, сапсуарес кенге, вараютун, вараютуб, сарасугге, сарасшаге, варай вахшейт, варай вадзейт, сывамасге, схазшаге. Целью проведения недели абхазского языка является популяризация языка среди школьников. В связи с этим во всех школах Абхазии проводятся различные мероприятия, классные часы на тему отношения к родному языку, проблемы его распространения. Давайте узнаем, как же подготовились учащиеся 5-й столичной средней школы. И в этом учебном заведении неделя языка прошла в оживленной и дружной атмосфере. Школьники с интересом слушали выступления своих друзей, а те, в свою очередь, радовали их стихами собственного сочинения. Все строки звучали исключительно на абхазском языке. Выражать свой восторг и описывать красоту, которая нас окружает на родном языке – долг каждого, отмечали дети. Абсентула, и вэвёкам джара. Убах пшзакоуш хадука, рублах накуэт избала. Аш хаяги урыбжу, ухучу пахау пшзоб, хвэча хавэт харазиге, и вэвёкам чаджерге. Сбысша нызиша схару, абша знева сшач хару, сейдру нах яхцашаху. Харсу, хтыла башаха. Апсша, ваныгам сыгнахау, страхуз зархадзом адуней. Ускуяз, адгил сирпсраха, упсцом, урхыва гайшхэй. Поддержать учащихся в школу пришли начинающие писатели, студенты Абхазского государственного университета, которые также с большим удовольствием прочитали свои стихи.
И, конечно же, не обошлось без музыкальных выступлений. Абхазский язык – один из древнейших языков в мире. Сделать его обязательным предметом в школе недостаточно. Как говорят специалисты, мотивация и методика – два самых важных аспекта развития языка. Сария Гварацхеля, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Около 30 гектаров сухого подлеска горит на высокогорном перевале Анчхэ, что в Сухумском районе, в 3 километрах от перевала Пыв, сообщает пресс-служба спасательного ведомства страны. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного МЧС 24 октября в 13 часов 30 минут. В тушении пожара задействован личный состав пожарно-спасательного поста села Псху. В офисе движения матерей за мир и социальную справедливость прошла встреча с народным поэтом Абхазии Мушнила Сурья. Участники встречи – ученые Абхазского института гуманитарных исследований, члены общественной палаты, а также матери погибших в Отечественной войне народа Абхазии обсудили произведение поэта «Роман в стихах «Отчизна». Репортаж Саида Джарсалия. Над романом в стихах «Отчизна» народный поэт Абхазии Мушнила Сурья трудился более 10 лет, а написана книга была в 2008 году. Произведение, в котором повествование идет от лица автора, посвящено Отечественной войне народа Абхазии. Поэт раскрывает панораму кровопролитной войны, ее хронику и рассказывает о судьбах людей. Я благодарен организаторам этой встречи за то, что мы в очередной раз будем говорить сегодня о нашем достоянии и о цене, которую мы заплатили за это достояние. И я благодарен Богу за то, что у нас есть такие люди, которые способны это в художественном плане показать. Что касается вот этой книги, если я скажу, что я фактически чуть ли плакала не над каждой страницей, я думаю, что вы поверите, потому что я знаю, что тот, который любит высокую поэзию, он, конечно, обязательно на него произведет эта книга впечатление, но человек, который все это, перед глазами которого все это всплывает, который обо всем этом видел, слышал, каждый день был в курсе всех дел, можно сказать, и это на такого человека это оказывает особые неизгладимые впечатления. На встрече присутствовала вдова героя Абхазии Султана Сосналиева Любовь Сосналиева. Она отметила, что роман «Отчизна» является носителем памяти тех страшных лет, и его можно приравнять к бесценной реликвии. Удивительнейшая книга, потому что эта книга прошла от начала до конца всю эту войну. Конечно, не сама книга, а прошел поэт. Всю эту войну он пропустил через свою душу, через свое сердце. Но каждая строчка, написанная во имя детей, которые отдали свою жизнь, это дорого. Дорого, потому что все, что написано на бумаге, это все остается в истории. Книги о войне всегда имеют особое значение для матерей погибших защитников Родины. Каждое такое издание – неоценимый документальный материал, который должен быть настольной книгой представителей молодого поколения Абхазии. Вы вот эту книгу написали не для нас, а вот для тех, которые сейчас растут и уже забывают слово «отчизна», «джинч», место, где человек должен беречь. Это не книга для того, чтобы мы читали и просто посмотрели и положили. Это у каждого ребенка, который родился здесь, в Абхазии, независимо от нации, должно быть. Потому что вся боль, вся жизнь, все, что произошло вообще в Абхазии, они именно написаны исторически. А историю забывать нельзя. Роман «Отчизна» в своей основе носит автобиографический характер. В нем органично сочетаются лирическое и эпическое начало. Отражены лучшие черты абхазского этноса – свободолюбие, оптимизм и вера в будущее. Я видел диво дивное. Отец единственного сына, наконец, дождавшись Дня Победы у плиты, могильной посредине немоты и горьких слез, танцует в первый раз. Поклялся я, что я спляшу для вас над гробом сына, зная, что страна, Абхазия родная,
спасена. В прошлом году роман был переведен на русский язык поэтом и переводчиком Натальей Ванханен. Сам Мушнила Сурья признался, что его произведения обсуждали многие, но для него было важно мнение матерей, которые заплатили за свободу и независимость своего народа высокую цену. Война была ужасная, уму непостижимая. Никто не мог себе такое представить. Она застала меня и мою семью. Дети были дошкольные, школьного такого возраста, там в Ессентуках. И это начало было 14 августа. Но эта встреча сегодняшняя, мне кажется, это останется для меня самой такой главной встречей в моей жизни. В завершении встречи народный поэт Абхазии Мушнила Сурья вручил всем присутствовавшим экземпляры своей книги. Саиджар Салия, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Всемирный день полиомиелита отмечается 24 октября. Дата приурочена ко дню рождения американского эпидемиолога и вирусолога Джонаса Солка, разработавшего в 50-х годах прошлого века вакцину против опасного заболевания. С тех пор в мире эпидемиологическая картина по полиомиелиту значительно улучшилась. Для того, чтобы предупредить развитие болезни, обязательные прививки принято делать с раннего детства. Амелия Бисмарк продолжит тему. Общественное мнение о значении вакцинации резко разделилось надвое. Кто-то считает, что прививки делать необходимо, другие категорически отрицают пользу подобного метода предупреждения болезни. Однако не стоит пренебрегать фактом того, что появление вакцины стало настоящим прорывом в практической медицине. Если говорить конкретно о полиомиелите, то после появления специализированной вакцины заболеваемость вирусом снизилась на 99%. Полиомиелит – это инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему, характеризующееся параличом в основном конечностей, мышц. Борьбой с этим заболеванием является вакцинация. Вакцинация бывает двух видов – это инъекционная и в виде капелек оральные. В Абхазии на протяжении многих лет не было зафиксировано ни одного случая заболевания полиомиелитом. Однако это не означает, что данного вируса уже не существует в природе. Местные медики ведут мониторинг распространения различных заболеваний по всему миру. Исходя из этих данных, необходимость проведения вакцинации населения против полиомиелита актуальна в нашей республике. Вакцинация происходит с 2 месяцев, проходит трехкратно, 3-4 месяца, и проводится ревакцинация в годы 6 месяцев. Не стоит также забывать, что каждый организм – это индивидуальная система, и реакции на прививки тоже могут быть разными. Самое главное – вовремя обратиться к врачу и рассказать о появившихся симптомах. Побочные эффекты после вакцинации могут быть в виде однократной повышения температуры, озноб, но длящийся буквально в день вакцинации. В день борьбы с полиомиелитом в Сухумской городской поликлинике очередь. Родители привели детей на плановые прививки. Если не делать прививки, то будут развиваться эпидемии, люди, дети будут болеть. Зачем это нужно? Как с корью было вот недавно. Я считаю, что каждый ребенок должен делать прививки. Перед тем, как вводить вакцину, необходимо убедиться, что ребенок здоров. Особое внимание стоит обращать на признаки простуды и других сезонных заболеваний. Для достоверности лучше побывать на приеме у врача. Хочу сперва анализы сдать, а потом прививку сделать. Ну, у меня, слава богу, ни у кого аллергии нет на прививки. Они все выдерживают. И, слава богу, насчет прививок все хорошо. Дорогие родители, делайте своим детям прививки. Это необходимо. Вы спасете своим детям жизнь в свое время. И сейчас лекарства очень дорого в аптеках стоят. И вы свои финансы сэкономите даже. Дети прививки не любят. Не особо эта процедура приятна и для родителей. Каждый выходит из положения, как умеет. Саша, например, подготовился к визиту в поликлинику заранее и в форме стишка про знаменитого доктора Айболита рассказал о том, как важно не пропускать походы к врачу. И корова, и волчица, и щучок, и цветочок, и медведица всех и светит, и спит. Добрый доктор Айболит. Амелия Бисмарк, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.
В Абхазии немало детей, которые увлекаются балетом, а некоторые из них хотят посвятить этому виду искусства всю свою жизнь. И приезд в республику балетмейстера, балерины Московского театра оперетты Юлии Дидёкиной, конечно же, значимое событие для юных танцоров. В мультимедийном пресс-центре «Спутник Абхазия» Юлия Дидёкина рассказала о том, как проходят ее мастер-классы и что они дают начинающим балеринам. Смотрите репортаж Алики Трапш. При поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии и межрегионального общественного движения «Евразийский народный союз» в рамках культурно-образовательной экспедиции в эти дни в Абхазии проходит серия балетных мастер-классов для детей. Под руководством балетмейстера Московского театра оперетты Юлии Дидёкиной детей обучают азам классического балета. В рамках мастер-класса, естественно, я свою задачу видела в том, чтобы донести до детей какие-то азы, рассказать, показать, научить. Наша профессия связана с работой мышц, поэтому мы свое искусство передаем из ног в ноги. Работала по программе «Прогрессив балет техник», то есть она разработана в Австралии совместно с врачами-физиологами. Программа способствует развитию необходимых балетных мышц. Мои мастер-классы были построены таким образом, то есть работа на мячах, плюс классический танец. Соответственно, чтобы это было не просто теория, а именно практика, чтобы детки почувствовали и поняли, что от них хотят. Мастер-классы уже проведены для воспитанников танцевальных коллективов Сухумского и Гулрыбского районов. Юлия Дидёкина также даст уроки классического балета и детям Гагарского, Тхварчалского и Галского районов. Организаторы культурно-благотворительной акции уверены, что подобные мастер-классы прививают любовь к классическим танцам, а также помогают определиться с выбором танцевального направления. Самое главное в человеке, самая основа – это грамотность. Грамотность бывает везде. В любой профессии. Вот в профессии танцора, не важно, что он танцует, национальные танцы, народные, или бальные, или, может быть, латиноамериканские танцы. Он должен знать азы классического балета. Станок, позиции. И вот мы как раз с этой целью пригласили сюда Юлию. Балерина Московского театра оперетты Юлия Дидёкина здесь же в пресс-центре «Спутник Абхазия» провела небольшой мастер-класс для юных балерин. Потом ручки наводят пупочкой первой позиции, потом третьей позиции. Потом выпустили птичку и ребрышко раскрыли ручки. Вторая позиция. Удлинили арм, шип, вздохнули и закрыли ручки. Вот так. В следующем году организаторы культурно-образовательной экспедиции планируют также организовать курсы повышения квалификации для руководителей танцевальных коллективов Абхазии. Алика Трапш, Минала Гухава, Абхазское телевидение. Итоги работы 6-го международного арт-пленэра «Краски осени Абхазии-2019» подведены. В Сухуме в Центральном выставочном зале открылась выставка, на которой были представлены работы более 20 профессиональных художников Абхазии, России и Израиля. Подробности в следующем сюжете. Осень Абхазии глазами мастеров. Более 20 профессиональных художников из России и Израиля, а также студенты и преподаватели отделения искусства Абхазского государственного университета и Сухумской художественной школы представили свои работы на 6-й международной выставке, которая называется «Краски осени Абхазии-2019». 6-й международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии-2019» открылся 17 октября в Абхазском государственном университете. Сегодняшняя выставка стала итогом недельной работы команды. Все это время художники вдохновлялись красотой осенней Абхазии. Посетили такие места, как Новый Афон, Гагра, Рицинский национальный парк, Мокский храм. И их впечатления нашли отражение в работах. Арт-пленэр – это прекрасная возможность заглянуть глубоко в себя и подчеркнуть там что-то совершенно новое, поделились с нами мастера кисти. В общем, сегодня на выставке у меня 4 работы представлены. Для таких выставок это немало, не все попадают. Здесь вы видите 2 работы мои. Это Мокский храм, Мокские мощи и пейзаж Афонской и Иверской горы. Вдохновляются обычно художники в таких моментах именно настроением. Это этюды, их не так можно назвать картинами, потому что в течение часа, полтора часа, пока настроение природы, характера, свет, тень улавливаешь, и все, что создается в тот момент, вот то, что и получается. Именно в этом пленэре я участвую 2-й раз. Арт-пленэр в жизни каждого художника – это какое-то небольшое или большое знаковое событие. Это встреча с единомышленниками в первую очередь, общение с ними и
Соответственно, можно подчеркнуть что-то новое, вдохновиться. Каждый новый пленэр – это новые впечатления. Кадир Тванбари Патриант – молодой человек, многогранная творческая личность. Помимо того, что танцует в одном из государственных ансамблей, он еще и прекрасно рисует. В скором времени Кадир планирует провести первую персональную выставку. 2 года уже я здесь живу. Я в Турции приехал. Турский университет закончили художественный. И здесь еще раз я и второй университет, графический дизайн, 4-й курс я учиться. Мой стиль современное искусство. Я рисую натуральные листы, потом фоновые места фотографии сделаю. И современное искусство идея. Радует то, что арт-пленэр расширяет свои границы, и с каждым годом география его участников растет. Яэль Сонкин, член Союза художников Израиля, приехала в Абхазию впервые. Художница настолько впечатлилась природой и людьми, обычаями Абхазии, что планирует написать доклад о своем пребывании в нашей стране. Это был один из самых прекрасных и замечательных проектов и пленэров в моей жизни, на моем опыте. Потому что здесь чудесная святая земля, здесь природа, здесь архитектура, здесь чудесные гостеприимные люди. И все это вместе, это симбиоз, который рождает и вдохновляет на творчество, на какие-то новые мысли, даже философские, к чему-то новому прийти, к каким-то новым проектам или даже в новое направление в живописи. В арт-пленэре в этом году участвовали художники из Новосибирска, живописцы из Костромы, Сочи, Москвы, Краснодара, Санкт-Петербурга. Было много заявок из Европы и даже Таиланда. Однако ввиду нехватки времени на оформление виз многие не смогли приехать. Мы ждем их в следующем году, говорят организаторы арт-пленэра. Были, конечно, заявки из далеких стран, азиатских, так скажем, Таиланда, Новой Зеландии и так далее. Но из европейских стран голландцы двое подавали заявки, Швейцария подавала заявку. Сроком они не уложились по оформлению виз, но мы переписываемся, поддерживаем отношения. Они уже знают про арт-пленэр. В арт-пленэре участвовали как молодые начинающие мастера, так и опытные художники, преподаватели различных вузов, которые в течение всего проекта проводили интересные мастер-классы. Данный арт-пленэр является очень полезным для наших студентов, так как проводятся мастер-классы с зарубежными художниками. Они видят их мастерство. У нас в этом году впервые была техника китайского письма, и наши студенты могли познакомиться с этой техникой и сами же испробовать ее. Для них это было что-то новое. Также художник из Перми показал им мастер-класс в масляной живописи, и они с большим удовольствием приняли в нем участие. Главная задача проекта – обмен опытом, выявление и развитие творческого потенциала молодых художников. Несомненно, ставший уже традиционным арт-пленэр будет и дальше жить и развиваться, привлекая на свои площадки все больше художников, профессионалов из разных уголков мира. В Сухумской детско-юношеской спортивной школе прошел настоящий праздник красоты и грации, посвященный Всероссийскому дню гимнастики. В показательных выступлениях участвовали как начинающие спортсмены, так и гимнасты, добившиеся серьезных спортивных результатов. Смотрите репортаж Эсмы Голландзе. Гимнастика – один из самых красивых и популярных видов спорта. У детей, занимающихся ею, развиваются ловкость, гибкость и выносливость. Спортивная гимнастика – одно из сложнейших направлений. Включает в себя упражнения на гимнастических снарядах, таких как бревно, брусья, опорный прыжок и вольные упражнения. Сухумская детско-юношеская спортшкола – единственная в Абхазии, где детей профессионально обучают этому виду спорта. Наша спортивная школа функционирует в течение 5 лет, как раз в этом году у нас маленький юбилей тоже. Пока мы, можно так сказать, это наш первый блин, посмотрим, будет он комом или нет. Пока мы только готовы показать показательные выступления для родителей, для детей и для гостей наших. Воспитанницам школы от 3,5 до 11 лет. Катя Маршаня занимается гимнастикой уже 4-й год. Она увидела по телевизору выступления знаменитых спортсменок и попросила маму записать ее на занятия. У меня
есть любимые гимнастки, они мне очень нравятся, и когда я вырасту, я хочу быть как они. У меня есть мечта, я хочу поехать от Абхазии и поехать на Олимпийские игры. Среди этих юных гимнасток немало девочек-призеров всероссийских спортивных соревнований. У нас были соревнования в Тамбове, и я там победила, первое место взяла. Здесь у нас тоже были соревнования, но здесь я второе место взяла. Я хочу дальше продолжать гимнастикой и также первые места занимать. Мероприятие, посвященное Дню гимнастики, прошло на одном дыхании и подарило зрителям много ярких впечатлений. Дети показали свое мастерство как в индивидуальных программах, так и в групповых упражнениях. Красиво, четко и слаженно выполнили все гимнастические элементы. Воспитанников школы поддержали приглашенные коллективы, спортсмены Федерации карате «Фудакан» и хореографический ансамбль «Амзаджа». Мы сегодня будем выступать как МНДС, а мы еще оделись в МНДС. Каждый из 9 спортивных номеров покорил зрителей. На сегодняшнем празднике не было победителей и проигравших. Была только искренняя детская радость и хорошее настроение. Эсма Гуланзе, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 8-13, днем 18-23 градуса. Температура морской воды 20 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.